Здравствуйте! Вы смотрите новости Татарстана. В студии Султан Нугайбеков. И вот главные темы этого выпуска. О ситуации в республике Рустам Минниханов доложил президенту страны. Татарстан у нас традиционно на протяжении долгого времени находится в самых верхних положительных рейтингах по основным направлениям работы. О чем говорили на встрече, расскажет Лина Зинатуллина. Добро пожаловать домой. Мы Новый год не успели встретить, так что давай теперь будем вместе справлять заново. Как Казань встретила бойцов батальона «Алга», расскажет Рамиль Шайдуллин. Масштабные соревнования. Хотели провести большой праздник мировой. Что за игры стартовали в Казани, расскажет Дмитрий Аренин. Владимир Путин сегодня встретился с Рустамом Миннихановым. Сегодня это одно из самых обсуждаемых событий. Последний раз в онлайн-формате Путин и Минниханов общались в 2020-м. Сегодня главным стало социально-экономическое развитие республики. Президент России отметил, Татарстан на протяжении долгого времени находится в самых верхних положительных рейтингах по основным направлениям работы. Рустам Минниханов подробно рассказал о показателях развития Татарстана, реализации федеральных и республиканских программ, работе предприятий в условиях санкций. Лина Зинатуллина об акцентах встречи. Рустам Ильич, Татарстан у нас традиционно на протяжении долгого времени находится в самых верхних положительных рейтингах по основным направлениям работы. На встрече в Москве Рустам Минниханов доложил президенту страны о ситуации в республике. Он начал со специальной военной операции. 6 татарстанцев стали героями России, 52 выходца из республики награждены орденами мужества. Активно работаем в этом направлении, в части поддержки специальной военной операции почти 2,5 миллиарда мы выделили, в том числе подшефный наш город Лисичанск. К сожалению, пока еще мы не можем там полную силу работать. Наши 2 батальона Алга и Темир, они находятся уже в зоне. Большая поддержка идет по гуманитарной помощи, почти 2000 тонн гуманитарной помощи, значительная часть которой идет в Лисичанск, где мы отвечаем. Алга, значит, вперед. Алга, вперед, да. Тимир – это железный. Концерты, мероприятия, встречи, и самое главное, семьи поддерживаем, семьи, дети. Ситуацию в республике Рустам Минниханов назвал стабильной. Объем промышленной продукции показал рост 105,9%. Это почти 4,8 триллиона рублей. Растут и инвестиции – 774 миллиарда. Просто розничная торговля, она, понятно, она объяснима, немножко упала. В остальном строительство, сельское хозяйство – 115%, строительство 8%. Структура экономики меняется тоже. Структура экономики меняется, больше переработка, обрабатывающая промышленность. Доля несырьевого экспорта почти в 2 раза. Да, увеличилась, потому что мы нефть продавали, сейчас продаем нефтехимию, продаем продукцию, которая получается после переработки. Иностранного участия стало меньше, но инвестиции в основной капитал удалось сохранить, отметил Рустам Минниханов. Объем нефтепереработки – почти 24 миллиона тонн. У нас 2 комплекса Танака и Таифенка. Ну и сейчас Сибур пришел к нам, Нижнекамск, Нефтехим, Казань, Синтез, ТГК-16, они вошли в Сибур. Таиф стал акционером Сибура. Значит, тоже с командой Сибура нормально, созидательно работаем. Они обменялись активами, да? Они часть деньгами, часть акциями, да. Все проекты, которые мы начали, ЭП-600, это этилен на 600 тысяч тонн. Проекты по синтезу, все они идут, по энергетике, все обязательства они выполняют. Рустам Минниханов отдельно рассказал о работе крупных предприятий республики. На КАМАЗе решаются вопросы по комплектующим новой модели К5. Запуск в первом квартале. Вместо ушедшего Форда Солерс запускает легкий коммерческий автомобиль. Авиационный завод, задача была 10-214. Гордость Татарстана. Да, большая работа, потом я вам презентацию дам.
Казанский вертолетный завод хорошие обороты набирает, 106 вертолетов. Рустам Минниханов доложил о реализации федеральных и республиканских программ. Голубое топливо довели в 12 тысяч домовладений. Больше 800 человек переселили из аварийного жилья. Квартирами обеспечивают детей, сирот и многодетных. Комфортная среда, общественные пространства, строительство школ и больниц. Всего 44 программы. Одним из крупных объектов в дорожной сфере Рустам Минниханов назвал строительство трассы М-12. Большое спасибо за М-12. 100 миллиардов освоения. 7-8 участок у нас, вот 100 миллиардов. Кроме этого, идем на Екатеринбург, обход Нижнекамск и Челнов. Большая работа. Да, 2 моста у нас строятся, через Волгу и через Кам. Никогда даже в советские самое это время таких вещей не было. В завершении президент Татарстана рассказал о работе стратегической группы «Россия. Исламский мир», которую возглавляет. Последнее заседание было в Джидде. Следующая поездка в Малайзию. Рустам Минниханов поблагодарил президента за внимание к празднованию 1000-столетия официального принятия ислама в Волжской Булгарии. В этом году Казан-саммит по поручению Владимира Путина также пройдет на федеральном уровне. Лена Зинатульна, ТНВ, Москва. На побывку в Татарстан приехали военнослужащие именного батальона «Алга». Их не было дома ровно полгода. В июле батальон после подготовки отправился в зону проведения специальной военной операции. И вот, наконец, они смогут провести 2 недели дома. Военнослужащие шутят, что Новый год, пусть и с опозданием, они отметят в кругу семьи. Рамиль Шайдуллин о том, как встречали ребят. Малыши на перегонке бегут на руки к своему отцу. Они не виделись ровно полгода и соскучились так, что теперь никто не разомкнет их крепкие объятия. Дети знают и гордятся. Их папа – настоящий защитник Родины. Столько эмоций, столько мыслей. Просто долго ждали этого момента. Военнослужащие батальона «Алга» приехали в долгожданный отпуск. Для родных он стал настоящим новогодним чудом. Приехал неожиданно 20 числа, позвонил, сказал, нас отпускают в отпуск. Мы Новый год не успели встретить, так что давай теперь будем вместе справлять заново. В такие моменты даже крепкие мужчины с трудом сдерживают слезы. Рядом те, кто всегда мысленно с ними, пусть и в 1000 километрах от них. Когда за спиной такие люди, республики, не страшно идти в бой. Пока мужчины были на спецоперации, появился негласный гимн национальных батальонов «Алга» и «Тимер». Плечом к плечу дойдем все вместе мы. Дадим все дружно вместе, мы сильны. Песню написала дочь одного из военнослужащих, Райна. Я хотела сказать этой песне то, что Татарстан их ждет, то, что Татарстан их любит, то, что все дети, все родственники, мамы, папы, мы все их ждем, очень сильно любим и скучаем. Папа Райны впервые услышал песню в день своего рождения, прямо на позиции. Она мне придала силы, и друзьям моим тоже всем понравилось. Они тоже очень это так восприняли, и прямо ничего не страшно стало нам, да, вообще. В столице республики их встречают родные, друзья и самые близкие люди. Те, кто все эти полгода не переставал поддерживать их морально и материально. Я сам работаю преподавателем ОБЖ в Казанском авиационно-техническом колледже. И вот мы вместе со студентами организовывали передачу флага, шевронов нашего национального батальона. Спасибо уж республике за то, что поддерживала. Даже то, что гуманитарку присылали, у нас очень много было то есть всего. Даже другие батальоны с завистью относились к этому. На родине военнослужащие батальона «Алга» проведут 2 недели. После снова в путь. Рамиль Шайдуллин, Роман Фенин, ТНВ, Казань. В 2022 году в Татарстане раскрыто свыше 25 тысяч преступлений. Раскрываемость выросла на 14%. Итоги работы МВД с участием Рустама Минниханова сегодня подвели на коллегии. Как отметили, впервые за последние годы снизилось число IT-преступлений. В Татарстане они составляют четверть всех правонарушений. Суммарный ущерб от дистанционных мошенников составил почти 3 миллиарда рублей. Есть случаи, когда потерпевшие сводят счеты с жизнью. Какие меры планируют предпринимать, чтобы уберечь татарстанцев, о работе МВД по всем направлениям далее. Минувший год был непростым для нашей страны, для республики. И
в частности для Министерства внутренних дел. Криминогенная обстановка в 2022 ознаменовалась незначительным ростом преступности. В Татарстане было зарегистрировано свыше 50 тысяч преступлений. При этом сократились тяжкие и особо тяжкие виды. Число умышленных убийств, изнасилований, разбоев и грабежей зарегистрировано наименьшее количество за последние 15 лет. За год раскрыли свыше 25 тысяч преступных посягательств. Это и правонарушения прошлых лет. Сотрудниками уголовного розыска пресечена деятельность организованной преступной группы, совершившей в период с апреля 2021 года по январь 2022 хищение металлических изделий на территории республики и соседних регионов. Это рельсы дорожные, отбойники, гаражи. Задержаны 16 участников, среди потерпевших РЖД и Казанский вертолетный завод. Пресечена деятельность преступных групп, совершивших серию краж и сейфов в офисных помещениях на Набережных Челнах. Поджоги жилых домов с целью получения страховых выплат в Казани и Логическом районе. Почти четверть всех преступлений – дистанционное мошенничество с использованием интернета и телефонной связи. Хотя их число впервые за последние годы снизилось, суммарный ущерб – около 3 миллиардов рублей. Вновь популярными стало выманивание денег под предлогом «родственник попал в беду», потерпевшие в основном пенсионеры. Подобное мошенничество, к сожалению, стали приводить к трагическим событиям. Так, 14 ноября в Казани обманули пенсионерку 74 лет под предлогом, что ее внучка попала в ДТП. Она передала мошенникам 200 тысяч рублей. От глубоких переживаний 10 января текущего года пожилая женщина покончила жизнь самоубийством. В целях противодействия киберпреступности в МВД образовано специальное подразделение. Рустам Минниханов поручил усилить и межведомственное взаимодействие. В этой части следует совершенствовать взаимодействие МВД с финансовыми организациями, операторами связи, структурами, работающими в цифровом пространстве, в области телекоммуникаций. Важно слаживание совместной работы Министерства внутренних дел с Министерством цифрового развития, образования и науки, Республиканского агентства Татмедиа и наших муниципалитетов. По итогам года в Татарстане снизились показатели аварийности на дорогах. Также полиция обеспечила безопасность всех массовых мероприятий. Положительно себя зарекомендовал Институт муниципальных служащих, который занимается охраной общественного порядка и профилактикой правонарушений. Главам городов и районов поручено оказывать помощь в подборе кадров для МВД. Никто вам людей не привезет. Работайте с теми, кто есть. Асхат Ахмедович, я бы просил, чтобы вы взяли на личный контроль. Вы систему знаете сами, значит, прошли все это. Значит, в районы мы людей послать не сможем. Давайте работайте. Создавайте условия вот для участковых, для специалистов, квартиры. Также Рустам Минниханов указал на необходимость усиления видеонаблюдения. Сейчас во дворах, парках, на дорогах работает около 100 тысяч камер видеофиксации. В этом году установят еще 1200. Мы видим реальную пользу от этой работы. Значит, все камеры должны работать. Айрат тебе, и Айрат, и КГСД. Значит, здесь торговаться там на мелочах не нужно. Это безопасность наша. И мы видим эффективность этой работы. Поэтому однозначно вот все, что мы договорились, должно быть 100% выполнено. Как отметил президент, МВД республики выполнила поставленные задачи. Полиция Татарстана – одно из ведущих подразделений системы органов внутренних дел страны. Радик Фархулин, Дмитрий Арейн, Марат Хусаинов, ТНВ «Казань». За год в органы прокуратуры республики поступило около 100 тысяч обращений. Из них по 12 тысячам выявлены нарушения и приняты меры прокурорского реагирования. Об этом стало известно на итоговой коллегии прокуратуры Татарстана. Участие в ней принял Рустам Минниханов. Он поставил задачу необходимо держать на контроле ситуацию с объектами гражданской обороны. Каждое второе убежище в республике не готово к приему людей. В республике в настоящее время имеется существенный фонд сооружений – 1091 объект, из которых готовы к приему 673. Органам прокуратуры следует держать данный вопрос на контроле. Рустам Минниханов подчеркнул, в непростых экономических условиях нужно поддержать и наших предпринимателей, а именно продолжить работу по устранению административных барьеров для бизнеса, ввести тщательный надзор сопровождения национальных проектов. Их реализация, отметил президент, это сохранение стабильности в республике и рост инвестиционной привлекательности. Рустам Минниханов обратил внимание на детей-инвалидов, призвав защищать их права, а также сосредоточиться на наиболее опасных категориях преступлений, в первую очередь на кражах в интернете. Не меньшего внимания, по словам президента,
президента требует безопасность на промышленных производствах и жилых помещениях при использовании газового оборудования. Факты отравления людей угарным газом фиксируются регулярно. Уполномоченным органам с вашей помощью следует принять исчерпывающие меры по недопущению чрезвычайных ситуаций и гибели людей. В Верховном суде Татарстана продолжается рассмотрение дела о трагедии в Казанской 175-й гимназии. В уголовном деле 325 томов. Сегодня приступили к рассмотрению 16-го. Это письменное доказательство по делу. Ильназ Галявиев попросил не озвучивать личные переписки и запросы в поисковике в интернете. Сторона обвинения зачитала протоколы осмотров предметов, которые были найдены на месте трагедии. Это многочисленные патроны и гильзы, также балаклава, нож, перчатки, жилет и плащ. По месту жительства Ильназа Галявиева по материалам дела были изъяты вещества для изготовления самодельного взрывчатого устройства. В столице Татарстана стартовали единые игры по программе специальной Олимпиады России. Церемония открытия прошла на Казань-Экспо. В играх принимают участие люди с ментальными нарушениями. Более 2000 участников из 59 регионов России и Белоруссии покажут свое мастерство в 18 видах спорта. Рустам Минниханов на церемонии отметил, единые игры – это особый социальный проект, который помогает нам понять друг друга. Все атлеты смогут попробовать свои силы, ощутить радость победы и в полной мере насладиться эмоциями болельщиков. Сердце к сердцу! С татарским танцем и присущим республике радушием открылись единые игры специальной Олимпиады России. Вся церемония наполнена любовью к участникам, людям с ментальными нарушениями. В этом году движению специальной Олимпиады исполняется 55 лет. Мы хотели провести большой праздник мировой, но пандемия, потом уже ряд обстоятельств не позволила. И, конечно же, это движение, вот когда мы к этим детям относимся так же, как и остальным спортсменам, и вы видите, какие эмоции и как они себя чувствуют. Я думаю, что любая страна нормальная, она должна пропагандировать и поддерживать вот эту категорию. И в ладонях смотри, я и ты. Специально для игр написали песню, где прозвучали названия всех регионов-участников. Состязания в Казани станут самыми масштабными в истории специальной Олимпиады России. Наша страна в этом движении участвует с 1990 года. Это не просто соревнование, это очень активное построение системы гуманистических ценностей в Российской Федерации, потому что здесь мы все едины, и зрители, и педагоги, и тренеры, и дети, и родители. Это как раз некая модель нашей жизни, наших отношений, которые, я думаю, должны людям показать пример не только в нашей стране, не только в Беларуси, а всему миру. Главная миссия этих состязаний – развитие инклюзивного общества и привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья к занятию физкультурой и спортом. Атлет может показать максимальный результат и завоевать медаль. Но у нас на подиуме 8 медалистов, потому что мы в движении специальной Олимпиады, оно так было задумано и продолжается в этом же формате. Мы тут отмечаем и будем чествовать силу воли, мужество, смелость. Татарстан на соревнованиях представит 95 спортсменов. Они будут участвовать в 15 дисциплинах. Рустам Минниханов пообщался с командой и пожелал удачи на играх. Я считаю, что мы вот эти игры должны ежегодно проводить и создать вот такую атмосферу, такую, что каждый в нашей стране имеет возможность проявить себя в том, где он может себя показать. Уважаемый Рустам Нургалиевич, спасибо вам большое за такой хороший праздник. Специальная Олимпиада дает надежду там, где вчера только было отчаяние. Потому что это самое важное, чтобы люди находили в себе силы. Люблю вас. Сердечко вам. И сердечко вам. Мы рады участвовать в этих больших соревнованиях в Казани. Мы прилетели с острова Сахалин. У нас в Беларуси проходят очень часто соревнования. Я участвую во всех видах спорта. Занимаюсь футболом, плаванием, настольным теннисом. Соревнования будут идти до 27 января. Вход для болельщиков бесплатный. Дмитрий Айрин, Рузаль Шарипов, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.
Сегодня первый день состязаний единых игр специальной олимпиады. Участники проверили силы на снегоступах, в горнолыжном спорте, в волейболе и плавании. Спортсмены особенные, но условия равны для всех. За первыми стартами и эмоциями на финише наблюдал Рамиль Галиуллин. Приготовиться! Побежали, побежали, побежали. Эти старты для ребят, пожалуй, главное событие в жизни. Дистанцию в 100 метров атлетам единых игр пройти сложно, но с трассы никто не сходит. Главный атрибут гонок – снегоступы. Команда из Южно-Сахалинска к старту этих игр добиралась 10 часов. Теперь без золота точно не уедут, говорит Никита Бурик. Приехал показать себя, на что я способен. Ну и показать, что Южно-Сахалинск хорошим духом. Татарстан в этой дисциплине представляют 4 спортсмена. Несмотря на большой опыт, готовились усердно. Мы занимались на Брючевнах ежедневно, как узнали, что мы сюда поедем. Был шанс, что мы отобрали только самых лучших. Поддержка и внимание здесь как никогда нужны каждому участнику. Тренеры уверены, именно спорт помогает особенным детям поверить в свои силы. Этим ребятам, в первую очередь, нам нужно помочь социализироваться в общество. То есть дети у нас учатся в коррекционной школе, поэтому мы через спорт их вовлекаем в социальную жизнь, чтобы они себя нашли, устроились на работу и могли себя, как говорится, в этой жизни применить. А вот здесь кое-что интересное. Вау! Финишная прямая не всем дается так легко. И финиширует номер 14. Королев Никита. В это время на лыжно-биатлонном комплексе накал эмоций. Здесь на лыжню вышли несколько десятков участников. И вот-вот финиширует прямо на ваших глазах. Одним из первых к финишу пришел Артем Жугаев. Беговыми лыжами занимается 10 лет. Друзей на все, команду на себе на все я. У каждого спортсмена для победы своя мотивация. Хочу родителей порадовать, друзей. Говорили, какой я спортивный, позитивный. Здесь все спортсмены, независимо от результата, уже герои с бойцовским характером и рвением к мечте. Рамиль Галиуллин, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. Миграция в Татарстан и из Татарстана. Люди из каких регионов населяют республику? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Как будет выглядеть Нижнекамский спорткомплекс «Дружба» после капремонта? Как обновят зал «Факел», тренировочную базу «Алмаш», а также комплекс управления социального развития? Деньги на работы, это почти 1,5 миллиарда рублей, выделяют Сибур и республика. Вот здесь входной узел. Вот эту часть сделать как холл, вот эту часть убрать, вот это все. Сделать вход удобнее для людей с ограниченными возможностями здоровья, расширить холл спорткомплекса. Такие идеи предлагает Рамиль Муллин. Комплекс построен 40 лет назад. Ремонтировать его будут при совместной финансовой поддержке Сибора и республики. Очень долго мы этого хотели, очень долго этого мы ждали. Наконец-то лед тронулся. С февраля месяца начинается капитальный ремонт спортивного комплекса «Дружба». И планируется открыть его к августу месяца. Ну, это прям напрашивался, этот капитальный ремонт. В спорткомплексе «Дружба» работает единственная в городе секция художественной гимнастики для детей от 3 лет и старше. В бассейне занимаются воспитанники спортивной секции по плаванию. В день спорткомплекс посещают 250 детей. После ремонта места станет еще больше. Появится тренажерный зал площадью 2000 квадратных метров. Все объекты будут общедоступными. Когда начнутся уже ремонтные работы, естественно, все наши спортсмены, девочки, мальчики, их тренеры будут распределены по тем местам, которые у нас есть в доступности. Это спортивные школы, наши спортивные объекты. Спорткомплекс, напомним, ранее находился на базе Нижнекамск-Нефтехима. Чтобы повысить доступность спортобъектов для всех горожан, Сибур передает муниципалитету 4 объекта и вкладывает в ремонт до 700 миллионов рублей. Оставшуюся часть выделяет республика. Эти объекты, они принадлежали Нижнекамск-Нефтехиму. В прошлом году прошла, так скажем, передача этих объектов в муниципалитет. И во время передачи была договоренность между компанией «Сибур» и Республикой Татарстан о том, что эти объекты будут реконструированы. В этом году, кроме спорткомплекса «Дружба», полностью обновят спортивный зал «Факел», тренировочную базу «Алмаш». На месте бывшей производственной базы появится творческий и досуговый центр. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Нижнекамск.
Завтра в Лисичанск отправится колонна из 11 фур с гуманитарной помощью. Это первая отправка груза в этом году. Наибольший вклад в сбор внесли жители Бавлинского и Дрожжановского районов. Отдельную машину с продуктами организовал Высокогорский. Кайбицкий и Камск-Устинский районы представили 20 тонн цемента. Всего собрали рекордную партию груза. Это около 120 тонн. Теплые вещи, медикаменты и мобильные печи для обогрева. В последнее полугодие прошлого года мы вышли на режим отправки 2 колонн в месяц, фактически. Очень рассчитываем при той активнейшей поддержке жителей нашей республики, что мы этот режим и дальше будем выдерживать, потому что все, что мы отправляем, вот все, начиная от продуктов, заканчивая стройматериалами, там на сегодняшний день очень и очень востребовано. Мы в рамках Ярдами Наши открываем сейчас еще одно направление поддержки, очень важное, помощь военным госпиталям. Мы планируем также системно оказывать поддержку и этому направлению. Это были все новости к этому часу. Сейчас с прогнозом погоды на завтра вас познакомит моя коллега Диана Асгар. Передаю ей слово. Автомобили с пробегом в новом автосалоне «Леон Авто». Отечественные и зарубежные бренды в одном месте. Полная проверка и диагностика каждого автомобиля. Выбери свой автомобиль в «Леон Авто». Телефон в Казани 214 14 14. Купил кэшбэк. Купил кэшбэк. С дебетовой карты «Мир» Акбарсбанка и с кэшбэком 10% на все этот процесс никогда не остановится. Установите приложение Акбарс онлайн и оформите бесплатную карту. С добавкой здравурни сушка куры несутся зимой, как летом. Теплый антициклон сменился на более морозный. Что ожидать нам от погоды в предстоящие сутки, узнаем в ближайшие минуты. Здравствуйте! Даниил Мастер поздравляет всех жителей республики с наступившим Новым годом и дарит скидку 20% на заказ любой корпусной мебели. Акция действительно до конца января. Подробности по телефону 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, во вторник в Бугульме, Бавлах, Азнакаево облачно, без осадков и холодно. Ночью подморозит до 16 мороза, днем ожидается около 10 градусов ниже нуля. В набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге без осадков, облачно, ночью около 16 мороза и около 12 днем. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше прогнозируются небольшие осадки. Ночью около 13 мороза, местами до минус 15. В дневное время столбики термометров опустятся до 12 мороза. Облачно и сухо в Варске, Кукмаре, Балтаси. Ночью 18 мороза, днем 12 градусов со знаком минус. В Болгаре, Дрожжаном, Буинске ночью ожидаются небольшие осадки и до 21 градуса мороза. Днем около 9 градусов со знаком минус. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше облачно, без осадков. В ночное время до 19 мороза. Днем около 12 градусов со знаком минус. В последующие сутки значительно потеплеет, местами пройдет снег. Квартиры в жилом комплексе «Город-парк», новые горки в сданных и строящихся кирпичных домах с чистовой дизайнерской отделкой рядом с Горькинско-Метьевским парком и метро «Горки». Подробности по телефону 2 677 677. Строительная компания «Грань». Квартиры с чистовой отделкой для тех, кто выбирает жизнь в новом формате. Жилой комплекс «Город-парк», Новые Горки. 2 677 677. Санчи – сокровище китайской медицины. Дает энергию, укрепляет иммунитет, нормализует сон, способствует устранению головных болей и хронической усталости. Улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Санчи – источник энергии и долголетия. Спрашивайте в аптеках Farmland. Телефон для справок 8 927 236 71 75. Сайт sanchi.rf. В
Казани ожидается облачная погода. Осадки не прогнозируются. Ночью похолодает до -20. Днем значение повысится до 10 градусов со знаком минус. Ветер северного направления слабый, атмосферное давление повышенное, 772 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 82%, магнитное поле Земли спокойное, на дорогах скользко. Тепло тому, кто излучает свет, светло тому, кто носит в себе солнце. В студии была Диана Асгар. До новых встреч!